Этот мусульманский священнослужитель буквально попадает в точку. И это действительно невероятно. Он кое-что разъясняет и делает это крайне очевидным. Исламские страны не хотят экстремистов. Большинство из них не хотят их. Саудовская Аравия в ужасе от экстремистов. И где же сейчас эти экстремисты? Знаете, что они делают? Они приезжают на Запад и наживаются на свободах, которые мы им предлагаем, чтобы фактически лишить нас наших собственных свобод. Вот что происходит. И он задается вопросом, является ли это усилением мусульманских стран или ослаблением Запада. И он прав. Мы ослабили самих себя. Вы должны услышать это из его собственных слов. Другие экстремистские группировки, такие как Мусульманское братство, которые дружат с Ксиром и Хезболлой, они не могут действовать в Бахрейне и Омане. Это мусульманские страны. Где они действуют? В Лондоне и Франции, в Вашингтоне, в Австралии, в Канаде, в Торонто. Они работают здесь, у них есть банковские счета, они регистрируют благотворительные организации, верно? И Макрон, президент Франции, недавно сказал, что исламский мир переживает кризис. А я говорю, нет, это у вас кризис. Вы пошли в мусульманские страны и импортировали мусор, который мусульманские страны хотели посадить в тюрьму или изолировать от общества. Вы пошли и импортировали их. Зачем? В поисках дешевой рабочей силы. Но эти исламские экстремисты не хотят работать. Они хотят бесплатное социальное обеспечение. Они хотят жениться на француженках со светлыми волосами и голубыми глазами. У них нет времени работать. Посмотрите на Польшу. Они не жалуются на исламский экстремизм. Не было ни одного теракта в Польше. Как только они почувствовали, что есть проблема, они приняли меры. Такова политика Польши. Отлично. Французы? Нет. Приезжайте. Когда они приезжают, они используют ресурсы. Они отправляются в Вашингтон и заседают в Конгрессе. Они поддерживают иранский режим. Они выступают против санкций. В Конгрессе. Верно? Сидя в хиджабах. Почему? Потому что их идеология — это грязь. С самого начала. Когда вы ее импортируете, или допускаете, или усиливаете, или прославляете каким-либо образом, вы заставляете ее спать в вашей постели. Так что это тоже проблема Запада. Вопрос в том, Тина, стали ли экстремисты сильнее, или Запад стал слабее? Я говорю, что это и то, и другое. Да, он прав, это и то, и другое. И с чем нам приходится иметь дело, потому что это наша проблема, так это с тем, что Запад становится слабее. Мы часто упускаем из виду, что когда у нас демократия, как мы говорим на иврите, мы называем Америку «Медина шел хесед», то есть страной доброты. Мы должны понимать, что доброта всегда должна сочетаться с дисциплиной. А если у нас нет дисциплины, то доброта абсолютно разрушительна. Это все равно, что избаловать ребенка. Когда эти экстремисты приходят в демократические страны, они пользуются преимуществами этих демократий. У нас должна быть дисциплина, которая сдерживает нашу доброту. Мне только что позвонил человек, который хотел узнать, что говорит Тора об иммиграции. И, конечно, иммиграция и ее общий смысл в том, что мы хотим помочь каждому человеку. Таково должно быть настроение, такой должен быть подход. Однако, в конечном счете, это должно помогать. А когда есть только доброта, мы не помогаем, а на самом деле разрушаем. И мы готовим себе постель, на которой теперь вынуждены спать. И вы можете видеть, как это происходит в Европе. Она разрушается на наших глазах из-за именно такого поведения.